Сделать судебную систему такой, чтобы она стала не только эффективной, но и вызывала доверие у кыргызстанцев. В мае текущего года впервые состоялось заседание Совета по судебной реформе с участием нового президента. В ходе него были обсуждены несколько вопросов по улучшению уже имеющейся системы судов и работы ее представителей, а также по продолжению начатого несколько лет назад проекта реформирования. Указом президента Сооронбая Жээнбекова была создана специальная экспертная группа. Она будет обеспечивать аналитическое и экспертное сопровождение реформы, а также тесно сотрудничать со всеми органами местных самоуправлений. Данная группа состоит из представителей научных сотрудников, госорганов, а также самих авторов, которые разработали вот эти кодексы. Экспертная рабочая группа по мониторингу судебно-правовой реформы свою деятельность начала буквально вот с начала образования ее, с мая текущего года. Провела ряд встреч с госорганами. Практически во всех областях мы провели совещания с руководителями местных госорганов. Кроме того, проводится большая работа по усовершенствованию нормативной базы, подзаконных актов, вводятся новые кодексы и законы. В новом законодательстве на порядок повысились стандарты прав человека. Так, согласно одному из нововведений, в ближайшее время планируется создать институт контроля досудебного делопроизводства. Для этого даже вводится новая должность следственного судьи. Как известно, многие дела годами рассматриваются в судебных инстанциях. В этой связи кодексы также предусматривают их ограничения, сокращение этих сроков. По пробации у нас эта система наказания, исполнение меняется. Лица, совершившие менее тяжкие преступления, им дается возможность без лишения свободы адаптироваться путем таких социальных методов. Да? Основная деятельность служителей Фемиды в первую очередь должна быть направлена на защиту прав и интересов граждан. Некоторое время назад в стране даже проводился опрос, в ходе которого было выяснено, сколько процентов соотечественников доверяют судам. Тогда, согласно информации, озвученной бывшим верховным судьей Айнаш Такбаевой, кредит доверия граждан к судам был около 75,5%. Однако мало кто поверил этой цифре. Потому первоочередным вопросом в способах повышения доверия должен стать особенно тщательный отбор кандидатов в судьи. Глава государства Сооронбай Жээнбеков уделяет особое внимание компетентности и профессионализму служителей Фемиды. Только за этот год на рассмотрение президента были вынесены положения по нескольким десяткам кандидатов на должность судей высшей инстанции, Конституционной палаты и местных судов. Кроме того, в целях реформирования работы судей и глобального проекта цифровизации страны судебную систему также планируется перевести на современный, автоматизированный, а главное прозрачный принцип работы. В ближайшие 5 лет мы поставили задачу об автоматизации судебной правовой системы, цифровизации всех электронного судопроизводства. Предусматривается также и аудио-видеофиксация допросов подозреваемых во время следственных мероприятий. В этой связи работа в этом направлении ведется всеми госорганами. Механизмы повышения уровня доверия приняты и входят в стратегию устойчивого развития. Между тем, на сегодняшний день дисциплинарной комиссией при Совете судей применены разного рода взыскания. Это и выговоры, и замечания, и предупреждения. От своих должностей освобождены 5 судей, еще 2 и вовсе привлечены к уголовной ответственности. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.